Традиционная пресс-конференция президента в этом году вместо Дома правительства проходит в Национальной библиотеке. При этом формат остался прежним. Вопросы от журналистов напрямую президенту республики. Добрый день, уважаемые журналисты. Оффлайн, но соблюдая дистанцию. Рустам Минниханов начал встречу с подведения итогов года. Он выдался непростым. Все через призму пандемии. Самоизоляция, дистант в школах, ограничения. Президент отмечает, не все решения были удачными. Но осень и зима показывают, что мы научились жить в новых реалиях. Я считаю, что школы мы зря перевели на дистанционку. Мое мнение, оно однозначно. Дети должны ходить в садик, школьники должны ходить в школу. И вот наша работа после всего этого показывает, что при соблюдении всех норм требований санитарных никаких сложностей в этом нет. На сегодня количество заболевших в республике одно из самых низких по стране. Это результат и перепрофилированных больниц, и мощности новой инфекционки. Уже началась вакцинация учителей и врачей. Президент готов и сам привиться. Нет никаких сомнений, что вакцина, она нужна. И мы, вот мои коллеги, многие в Москве вакцинированы, очень позитивно. Как только я вакцину сделаю, я вам сообщу. В своеобразной вакцине нуждается и экономика. Как отмечает Рустам Минниханов, больше всего пострадала туристическая сфера. Это и гостиницы, и кафе, и рестораны. Дополнительные меры их поддержки сейчас на рассмотрении. На 25% стало меньше иностранных инвестиций. Резервы нашли на внутреннем рынке. Татарстан активно развивает электронную торговлю. К нам пришли федеральные игроки. В плюсе машиностроение и нефтепереработка. Помогли и 23 миллиарда федеральных траншев. В итоге, несмотря на дефицит в бюджете, все государственные программы в республике выполнены. Мы 2 транша получили, 23 миллиарда. То есть половину средств нам компенсировали. Это очень серьезная, очень большая поддержка. Очень большая. Но и у нас как бы некий жирок был, запас. Но вот за счет этого и, конечно же, участие в разных федеральных проектах, программах. По расходам мы на уровне прошлого года. 2020 отметился и тем, что сразу несколько уроженцев республики заняли высокие посты в федеральных структурах. Это вице-премьер Марат Хуснуллин, министр Ирик Файзуллин, губернатор Артем Сдунов. Их теперь журналисты называют татарской партией. Татарстан – это школа кадров. Вот у нас Азат Кадыров тоже, он очень нужен нам здесь. Его пригласили в Минспорт. И многих на других позициях у нас представители Татарстана. Татарстанцы активны и за рубежом. Сегодня задали свои вопросы в онлайн и наши журналисты из Англии, Бельгии, Австралии, Египта. Спрашивали про планы группы «Россия. Исламский мир», про празднование 1100-летия со дня принятия ислама в Волжской Булгарии и про онлайн-образование на татарском для детей из-за границы. На связь вышел и телеканал Шаян ТВ. Спрашивают, какой подарок президент ждет от Деда Мороза. Любит больше хоккей или гонки? Полетит ли, как Илон Маск, в космос? Президент с детьми много шутил, но был серьезен, когда говорил о значимости канала для татарского мира. Сезнең эшегез, сез балалар булсагыз да зур эш алып барасыз. Бу безнең милләтебез өчен, безнең халкыбыз өчен, безнең киләчәгебез өчен. Ради будущего сейчас Татарстан активно готовится ко всероссийской переписи населения. Рустам Минниханов подчеркнул, это событие не просто статистика. Как Татарстан готовится к переписи и насколько нашему народу нужно быть единым и активным в этот момент? Мы видим в этой работе не количественные, это тоже важно, но и кто, где дислокации, какие у них потребности. Исходя из этого, это очень важное событие для нас. В ближайшие 3 года ключевым событием станет и строительство трассы М12 Москва-Казань. Президент выразил уверенность, проект будет реализован. Есть несколько деревень, где проходит, да, я их тоже понимаю. В целом для народа это 10 плюсов. Нам
Вот просто повезло. Несмотря на остроту вопросов, экономический кризис и пандемию, которая еще активна, президент оптимистично смотрит в будущее. Ковид никуда не ушел, он вместе с нами, но мы научились в этой ситуации работать. Салават Мухаммадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ. Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.